Крымский полуостров. В последнее время этот восточноевропейский регион у берега Черного моря все чаще упоминается в новостях. Крым не слишком избалован вниманием мировых СМИ. В последний раз он выходил в топ глобальных новостей лишь в 1945 году, когда здесь проходила Ялтинская конференция лидеров США, Великобритании и Советского Союза, определившая новый раздел Европы. Однако сейчас о Крыме вновь заговорил весь мир. На этот раз в связи с его неожиданным переходом под контроль России в марте 2014 года. Ряд политологов оценивают эти события как начало нового передела европейских границ. Крым снова превратился в ключевое поле на шахматной доске международной политики. Крым очень рано вышел на арену истории. Этот дальний край Европы издавна был яблоком раздора и желанным военным трофеем. За Крым сражались империи, и флаги над ним менялись очень много раз. Однако есть люди, для которых Крымский полуостров не объект геополитических процессов, а единственная на Земле родина. Это коренной народ полуострова – крымские татары. В настоящее время на полуострове их проживает по официальным данным около 250 тысяч человек, что, вероятно, несколько занижено. Голос крымских татар редко звучит на международных трибунах. Что мир знает о них? Город Бахчисарай – это культурная, а в прошлом и политическая столица крымских татар. С начала XVI по конец XVIII века он являлся столицей Крымско-татарского ханства, присоединенного Российской империей в 1783 году. В Бахчисарае до сих пор сохранился дворец правителей этого государства – крымских ханов. В наши дни он является музеем. До 2014 года, пока не прервалось международное транспортное сообщение с Крымом, увидеть этот памятник истории каждый год приезжало свыше 500 000 туристов. Теперь этот поток значительно ослаб, но даже и сейчас на Дворцовой площади довольно оживленно. Улицы старых кварталов Бахчисарая до сих пор хранят черты традиционной крымско-татарской архитектуры. Крымские татары составляют сегодня около 20% от общего населения города. У молодой крымско-татарской семьи Эльдара и Алиме необычная профессия. Супруги занимаются возрождением забытых традиционных ремесел крымских татар. Они станут проводниками в мир воспоминаний и надежд своего народа, оказавшегося отныне за новым железным занавесом. Эльдар занимается гончарным ремеслом. На его гончарном кругу рождаются произведения традиционного народного искусства. В прошлом без подобных предметов не обходилось ни одно крымско-татарское жилище. В семье говорили, что род моего прадеда Мемета происходил из Гезлевских степей. Гезлев – это самый большой город в степном районе Крыма. Род наших предков, Мансур, считался знатным. У семьи было 2 дома в городе и большие стада овец в степях.
Иногда Эльдар посещает родину своих прадедов среди цветущих крымских степей. Верховой конь в современном Крыму – редкость, но Эльдар помнит вековые традиции. Монгольское нашествие XIII века стало бедствием не только для Восточной Европы, но и для Крыма. Веками жившие в здешних степях тюркские скотоводы были жестко покорены монголами. Но захватчики быстро растворились в среде местного населения, и уже через 2 столетия их общие потомки вместе обороняли полуостров от новых вторжений с материка. Алиме – вышивальщица. На полотне под ее иглою расцветают изящные крымско-татарские узоры из цветов и листьев. Крымско-татарская вышивка выражается в символах. Например, тюльпан символизирует мальчика, миндаль – маленькую девочку, роза – это женщина, а вот эти мелкие детали обозначают урожай. Раньше такие изделия девушки вышивали своим женихам. Этот образец я взяла со старого головного покрывала, и сейчас его воссоздаю. Корни вышитых ею цветов уходят глубоко в историческое прошлое. Весьма схожие орнаменты издавна вышивали на Балканах и в Ливанте. Предки Алиме происходят из горной части Крыма, которая на протяжении тысячелетий была дальней окраиной Средиземноморского мира. Крым очень давно вышел на сцену мировой истории. Древние Греция и Рим хорошо знали полуостров и как поставщика хлеба, и как сцену действия знаменитых произведений античной драматургии. Граждане древнегреческого поселения Херсонес на берегах полуострова еще более 2000 лет назад приносили присягу, в которой клялись защищать демократию. В величественных скалах Крымских гор зияют ряды пещер. Это остатки средневековых горных крепостей. Аборигены полуострова, союзники византийских императоров, построили их для защиты дальних рубежей Византийской империи. Эта эпоха оставила в Крыму храмы возрастом более 1000 лет. На протяжении веков Крым был плавильным котлом для всех народностей, что когда-либо попадали сюда. Перечень древних этносов, которые когда-либо приходили на полуостров и оставались здесь навсегда, впечатляет разнообразием. Тавры и киммерийцы, греки и скифы, готы и аланы, хазары и кыпчаки, как и более близкие к нашей эпохе монголы и турки. Многих из этих древних народов уже не существует. Однако живые люди не исчезают в никуда. Они продолжают жить в своих потомках. Смешиваясь между собой и с волнами новых пришельцев, потомки людей, пришедших в Крым с разных концов земли, к позднему Средневековью слились в новый народ – крымских татар. Фактором, объединившим разноплеменных степняков и горцев в единую нацию, стал ислам. С самого начала своего распространения в Крыму
он отличался необычной для других стран Востока терпимостью. К XV веку Крым сбросил зависимость от Золотой Орды, наследницы Монгольской империи, и стал самостоятельным государством – Крымским ханством. Главным напоминанием об этой державе по сей день остается Бахчисарайский дворец. Сплав разнообразных традиций населения породил уникальную, самобытную культуру Крымского ханства. В ней сочетаются архитектура Малой Азии и Ренессанса, каллиграфия Ближнего Востока и музыка Средиземноморья. Живший во второй половине XVI – начале XVII века крымский хан Гази-Герай II по праву может считаться одной из наиболее выдающихся и разносторонних личностей в крымской истории. Гази-Герай был настоящим мастером меча и пера. 20 лет находясь на Крымском престоле, он зарекомендовал себя как могущественный правитель и проницательный политик. Вся его жизнь прошла в боевых походах. Он познал радость побед, горечь поражений и вошел в историю Крыма как один из наиболее прославленных полководцев своего времени. Вместе с тем Гази-Герай оставил неизгладимый след и в культурной жизни Крыма. Он известен как талантливый поэт и музыкант, владевший самыми разнообразными инструментами, как весьма продуктивный композитор, от которого до нас дошло около 70 музыкальных произведений, а также как каллиграф и покровитель искусств. Но Крымское ханство недолго оставалось самостоятельным. Скоро на смену Золотой Орде у Крыма появился новый, старший брат – Османская империя. Крымское ханство не стремилось к завоеванию территорий, а его патриархальный уклад не требовал невольничьего труда. Но османские султаны остро нуждались и в том, и в другом. Они подчинили себе крымских ханов и активно использовали их войско на своих многочисленных фронтах. Походы ханской конницы ярко напомнили Европе времена Чингисхана. И когда в XVIII веке Османская империя стала слабеть и клониться к закату, Крым остался с раздраженными соседями один на один. В 1783 году в Крым пришла новая волна завоевателей – Российская империя. Древний закон, который испокон веков заставлял любых пришельцев смешиваться со старожилами и превращал их в детей этой земли, в новых условиях классического колониализма не сработал. Российские самодержцы взялись за строительство нового, своего собственного Крыма. И если для античного, византийского и османского мира полуостров был далекой северной окраиной, то для России Крым, наоборот, был единственным уголком субтропического рая в пределах Северной империи. И места туземцам в этом тесном раю не оставалось. Русские императоры щедро раздавали живописные уголки благословенной земли во владение своим фаворитам, придворным и военачальникам. Свободной земли в Крыму было мало, и потому власть была заинтересована в максимальном вытеснении крымских татар за пределы полуострова. Порой звучали мысли и о насильственном их выселении, однако на столь варварский шаг Петербург все же не решился. Подсчитано, что за первые десятилетия после присоединения к России Крым покинуло около 300 тысяч человек из примерно полумиллионного населения. Политика вытеснения продолжалась десятилетиями.
Крымская война 1853-56 годов, оставившая в Европе печальную память о Балаклаве, Инкермане и Долине Смерти, имела тяжелые последствия для крымских татар даже после того, как была завершена. Под тем предлогом, что крымские татары якобы помогали стоявшим в Крыму войскам Великобритании, Франции, Сардинии и Турции, российские власти усилили давление, вынудив к новому исходу в Османскую империю еще не менее 150 тысяч крымских татар. Так коренные жители полуострова впервые стали меньшинством на своей земле. И хотя в Крыму никогда не было антиколониальных движений или восстаний, Петербург относился к крымским татарам с большим недоверием. Неудивительно, что известие о падении Российской империи в 1917 году крымские татары восприняли с воодушевлением. Революция подала бесправному народу надежду на возможность самоопределения. Крымско-татарской интеллигенцией был организован Курултай – Всеобщая ассамблея народных представителей. Однако, составляя к тому времени лишь четверть от населения Крыма, крымско-татарское сообщество уже не могло единолично распоряжаться судьбой полуострова. Крым стал ареной яростной борьбы между русскими монархистами и большевиками, что закончилось кровавой победой последних. Пытаясь заручиться поддержкой национальных меньшинств, коммунисты объявили политику раскрепощения угнетенных царизмом народов. Крымские татары с доверием откликнулись на инициативу Советов об учреждении на полуострове крымско-татарской автономии. Представители народа активно включились в социалистические преобразования. Они стали одним из наиболее динамично развивающихся среди мусульманских народов бывшей империи. Однако это была лишь идеологическая ловушка. Коммунисты начали политику коренизации после Второго партийного съезда в 1922 году. С этого времени коммунисты начали привлекать коренное население в партийные и советские органы. Политики начали защищать интересы людей. В сфере образования открывались школы и вузы. С одной стороны, данные тенденции были положительными, но, к сожалению, эта работа вскоре была прекращена. Уже с середины 30-х годов начались репрессии. Их апогей пришелся на 1937-38 годы. 17 апреля 1938 года здесь, в Симферополе, была расстреляна вся наша интеллигенция. В ту ночь была уничтожена интеллигенция целого народа. В 1941 году над Крымом поднялись новые знамена. Полуостров был оккупирован нацистской Германией. Нацисты тоже поначалу эксплуатировали лозунги национального освобождения. Но их пропаганда оказалась малоуспешной, поскольку среди крымских татар не было массовых антисоветских настроений. Столь же провальной оказалась и вербовка крымских татар в нацистские батальоны. Их численность никогда не сравнивалась с количеством крымских татар, воевавших в Красной армии. Тем не менее, после изгнания нацистов советская власть обвинила крымских татар в поголовном сотрудничестве с оккупантами и воспользовалась этим как предлогом для тотальной депортации крымско-татарского народа. 18 мая 1944 года все крымско-татарское население полуострова, не исключая даже коммунистических функционеров и инвалидов войны, было погружено в товарные вагоны и вывезено из Крыма, главным образом в Среднюю Азию. Эта акция сталинского террора против обыкновения была организована не по идеологическому, а исключительно по национальному признаку. В депортации, по некоторым оценкам, погибло до 46% крымских татар. В
Крыму живет еще немало людей, которые помнят это событие. Память об этом акте геноцида – незаживающая рана в истории каждой крымско-татарской семьи. Мы, дети, были перепуганы. Солдаты нас согнали в машины, загрузили в вагоны, кого куда. Мы все оказались разбросаны. Мой брат был в Симферополе. Отец там, мать здесь, дети совсем в другом месте. В дороге люди умирали, некоторые пытались найти родителей и терялись. Мой брат так и не нашелся. Находясь в изгнании почти полстолетия, народ не оставлял надежды на возвращение домой. Возвращение стало возможным лишь в результате перестройки в конце 80-х годов. Люди оставляли все нажитое в Средней Азии и отправлялись на родину предков, где власти на местах порой воспринимали их приезд с нескрываемой враждебностью. Большинство репатриантов родились на чужбине и никогда прежде не видели Крыма. Однако с раннего детства, как и их депортированные родители, они считали Крым своей родной землей. Многим приходилось поселяться в случайных жилищах и страдать от безработицы и бедности, но главной ценностью для вернувшихся людей были не материальные блага, а обретение украденной у них родины. В горсовете нам наотрез отказались помогать. Нам сказали: мы вас сюда не звали. Мы поселились в деревянном вагончике и прожили там 8 лет. Иногда у нас не было возможности купить хлеб. В Узбекистане у нас был дом с садом. Несмотря на это, мы жили только с мечтой о Крыме, хотели вернуться. Но мы никогда не жалели, что вернулись в Крым. Это наша родина. На самый разгар репатриации пришлись крушение Советского Союза и последовавший экономический кризис. Крым после распада СССР остался в составе независимой Украины. Правительство одной из беднейших стран Европы, поглощенное собственными проблемами, не спешило помочь возвращающимся репатриантам. Возвратившиеся в Крым люди могли рассчитывать только на самих себя. Им все приходилось начинать с чистого листа, черпая силы лишь в своем стремлении жить на родине. Все резко изменилось весной 2014 года. Над Крымом в который раз сменился флаг. Теперь над ним установила контроль Россия. Крымско-татарский народ имеет давний опыт жизни в российском государстве. Этот опыт был сложен. От угнетений самодержцами до сталинских репрессий. Потому неудивительно, что значительной частью народа возвращение российской власти было воспринято с тревогой и настороженностью. Но позволить себе новый исход, как это было в XIX веке, крымские татары не могут. Их недавнее возвращение на родину далось им слишком дорогою ценой. Наши родители вернулись в Крым с большим трудом и пройдя через огромные страдания. Многие из тех, кто был депортирован, не дожили до возвращения и больше никогда не увидели Крыма. Поэтому, вернувшись, наши соотечественники обязаны удержаться в Крыму любой ценой. И не просто удержаться, но и развиваться как современный, талантливый и стойкий народ, как бы трудно нам ни было. Бегство – не выход. Крым – это наша единственная родина, и мы должны быть с ней и в радостные, и в грустные дни, что бы с ней ни происходило.
Каковы бы ни были перемены, вставшие ныне перед крымскими татарами, это всего лишь краткий эпизод в многовековой истории коренного народа Крыма. Испокон веков могучие державы боролись за Крым и всякий раз полагали, что овладели им навсегда. Но на глазах крымских татар за века сменилось много империй. Империи приходят в Крым и уходят отсюда, а коренной народ по-прежнему остается хранителем своей поразительно прекрасной земли. Наши деды и бабушки в депортации пережили множество трудностей, а мы на родине. Уверен, что все будет хорошо.